Информационное агентство Bitter Winter опубликовало очередную статью о несправедливой политике китайских властей в отношении студентов и школьников Восточного Туркестана. Корреспондент Bitter Winter провел интервью с китайским студентом, который учится в университете Урумчи. По его словам, в 2019 году, после завершения второго семестра, Коммунистическая партия собрала всех студентов, являющихся представителями коренного населения уйгурского региона, и заставила их поклясться, что они будут следовать Коммунистической партии Китая при любых обстоятельствах, любить Китай и оставаться верными идее коммунизма. Еще одним собеседником корреспондента стал учитель-китаец, работающий в одной из школ региона. Он сообщил, что правительство потребовало от всех жителей Восточного Туркестана объявить бойкот законопроекту о правах уйгуров, принятому Палатой представителей США в прошлом году. Тысячи пользователей социальных сетей в Турции присоединились к акции «Мы не забыли Восточный Туркестан», начатой 4 мая гуманитарной организацией EHH. Целью акции является осуждение ассимиляции и геноцида, проводимой китайскими коммунистами в уйгурском регионе. Акцию поддержали неправительственные организации, религиозные деятели, академики и простые граждане. На прошлой неделе инициативная группа Ирхама Тухти, которая была создана 4 года назад, объявила о смене названия организации на Институт Ирхама Тухти. После чего, ссылаясь на профессора Ирхама Тухти, приговоренного к пожизненному заключению, представитель института заявил, что основной их деятельностью станет призыв уйгуров и ханьцев к мирному сосуществованию. Это вызвало негодование некоторых уйгурских неправительственных организаций, которые заявили, что слова главы института Ирхама Тухти не отражают истинного видения уйгурского вопроса. Позднее глава инициативной группы Ирхама Тухти принес свои извинения из-за путаницы, вызванной его заявлением. Несмотря на свои гуманные взгляды, Ирхам Тухти был приговорен к пожизненному заключению китайским режимом. Наша цель – ознакомить западный мир с Ирхамом Тухти и раскрыть истинное лицо Китая, подчеркнул глава института. Согласно внутреннему отчету, подготовленному одним из ведомств китайского правительства, негативное отношение в адрес Китая из-за эпидемии COVID-19 растет по всему миру. Пекин опасается, что столкнется с серьезной конфронтацией с США. Китайский чиновник, имеющий доступ к государственным архивам, который передал данную информацию Reuters, сообщил, что в этой внутренней переписке официальных властей, состоявшейся в прошлом месяце, была высказана обеспокоенность тем, что антикитайские настроения в мире достигли самого высокого уровня после событий, произошедших на площади Тяньаньмин в 1989 году. В отчете, подготовленном Институтом международных отношений при Министерстве безопасности Китая, отмечается важность готовности к худшим сценариям и возможному военному противостоянию с США. Комиссия иностранных дел Палаты представителей США сообщила о начале расследования попыток Китая проникнуть в американские университеты. В связи с чем представитель республиканской партии Майкл Маккол и 6 членов комиссии обратились к министру образования Бетси Девос с требованием предоставить информацию об инвестициях, сделанных Китаем в американские университеты для достижения своих стратегических и пропагандистских целей. Маккол сказал: «Я давно обеспокоен усилиями Коммунистической партии Китая по проникновению и влиянию на американский академический мир, включая кражу технологий и контроль научных исследований». Хотя администрация нынешнего президента подняла данный вопрос с самого начала, усилия Коммунистической партии Китая по сокрытию подробностей о коронавирусе являются сигналом угрозы, которую представляют финансовые отношения Китая с университетами Соединенных Штатов.